Поток мигрантов, возвращаемых из других стран, чартерами и спецавтобусами в последние дни резко увеличился. Отсюда и огромные цифры по вновь выявленным подтвержденным случаям COVID-19. Выписать с выздоровлением из больницы врачи за последние сутки успели лишь 23 человека, в то время как 78 коек заняли вновь инфицированные. И лишь 32 заболевших – это внутренние контакты. По несколько человек, но почти в каждой области. А вот все остальные из 78 вновь выявленных случаев – это завозные случаи коронавирусной инфекции. Из числа прибывших из Санкт-Петербурга курсантов военного лицея выявлено еще 3 новых случая. Вчера было 10, и на сегодня таким образом 13 случаев из этой категории наших граждан. Из числа прибывших из Солилецка за прошлые сутки выявлено еще 43 случая подтвержденного COVID-19. Таким образом, вот из числа прибывших наших соотечественников из Солилецка число зараженных лиц 101 на сегодня. Таким образом, общее количество случаев с COVID-19 с момента начала эпидемии в Кыргызстане достигло 1216. Чтобы обследовать всех только что прилетевших и приехавших, а также контактировавших с теми гражданами, кто уже на лечении с подтвержденным диагнозом, специалистам в лабораториях пришлось поднапрячься. Если обычно за сутки они исследовали около 1000 мазков на ПЦР, за минувшие сутки смогли провести 1700. Работа с внутренними заразившимися, как отметили в Минздраве, идет по одной схеме. Прежде всего, необходимо определить границы эпидочага, отмечают там, потом провести дезинфекцию местности и выявить всех контактных. С лицами же, которые прибывают из-за рубежа, работают по другому алгоритму. Все прибывшие из-за рубежа граждане и наши иностранные граждане, они помещаются в обсерватор. В обсерваторе они находятся то время, пока мы их протестируем, лабораторно обследуем, медицинский осмотр проводится, анкетирование и опросные листы. Каждому на телефон, значит, устанавливается приложение, как наблюдение за контактными. И после получения отрицательных результатов ПЦР-анализов мы помещаем их в домашний карантин. Если есть условия, мы разрешаем этот домашний карантин. Если же в силу каких-то причин домашние условия не соответствуют требованиям обсерватора или домашнего карантина, мы оставляем таких граждан в обсерваторах до окончания инкубационного периода. Домашний карантин сегодня предписан чуть более 6000 человек, а вот в обсервации за последние дни сильно заполнились. 2236 человек, и большинство из них это наши соотечественники, прибывшие из России и из других иностранных государств. Например, 15 мая в Кыргызстан вернулись также 330 человек из Стамбула. Но по данным штаба, всех их изначально поместили в обсерватор в Акиме, там провели осмотр и анализы инфицированных коронавирусом не выявили. Еще 5 человек прилетели из Иордании на чартерном рейсе иорданской авиакомпании Air Jordanian, международный аэропорт Алматы, из которого оттуда они были вывезены на специальном транспорте в Бишкек. Все прибывшие в данное время помещены в обсервацию. По словам заместителя министра здравоохранения Нурболата Усимбаева, в силу разных причин много наших соотечественников прибывают в данное время за границей. И не везде и не у всех там в эти дни сложились благополучные условия пребывания. Из-за наступившего кризиса в экономике многие остались без работы и хотят домой на родину. У нашего посольства в Москве уже прошло несколько митингов с такими требованиями. После долгих ожиданий в нечеловеческих условиях наши граждане, которых в городе Солилецк Оренбургской области собралось более 540 человек, были доставлены в Бишкек. Оказавшись, наконец, дома, они не хотят следовать требованиям врачей и правилам, принятым республиканским штабом по предупреждению распространения коронавируса в республике.
По данным Минздрава, врачи из обсерватора на бывшей американской базе Ганси уже опасаются за свои жизни и не хотят заходить к подкарантинным для проведения регулярных осмотров. Мигранты ведут себя агрессивно и требуют освободить их немедленно, утверждая, что они не нуждаются в лечении и чувствуют себя хорошо. Нурбулат Усимбаев сообщил, что ситуация в обсерваторе очень напряженная. Приходится привлекать даже милицию. Ведут себя как дикари. Так прокомментировал действия прибывших граждан в карантине чиновник. После первых стычек с врачами Минздрав направил специальную бригаду для выяснения обстоятельств. Оказалось, что среди обитателей обсерватора кто-то распространил информацию, дескать, некоторых из числа прибывших также из Соль-Илецка отпустили под домашний карантин, и что среди этих особенных был брат одного из депутатов Джугурку Кенеша. Люди возмутились и стали буянить, хватать за одежду докторов и едва не перевернули машину скорой помощи. Прибывшие из Соль-Илецка было принято решение обеспечить повторное ПЦР-исследование, потому что достаточно неблагополучные условия были, и доставка была на автобусах, тоже были условия для возможного заражения, риск был очень высокий, поэтому данная категория наших прибывших соотечественников было решение оставить их на обсервацию до повторных лабораторных исследований. И вот это принятое решение было правильным, потому что еще 43 выявленных случая говорит о том, что был риск очень высокий, и мы предотвратили, возможно, такое вот массовое распространение инфекции среди близких контактных в условиях домашнего карантина тоже. Всего среди наших соотечественников из Соль-Илецка уже выявлен 101 инфицированный. Несмотря на угрозы, обсерваторы в случае с приезжими единственно верный механизм, подчеркивают в Минздраве, помещение в обсервацию – надежный фильтр, который предотвращает появление новых очагов внутри республики. А между тем нагнетается ситуация в колониях и тюрьмах. Напомним, коронавирус все-таки подтвердился у 4 врачей, работающих в учреждениях пенитенциарной системы. Это сотрудники СИЗО-1 исправительной колонии номер 27. В правительстве потребовали, чтобы всех контактных срочно вывели. Сами же медики уже изолированы и проходят лечение. В самом ГСИН тем временем ввели строгие правила посещения мест лишения свободы. Этого потребовали сами заключенные и подследственные. Только в СИЗО-1, по информации ГСИН, содержится 1200 человек. Теперь всем, кто будет контактировать со спецконтингентом, необходимо иметь справку на сдачу ПЦР с отрицательным результатом и средства индивидуальной защиты. Это касается и родственников, и адвокатов, и следователей, и правозащитников. Однако, по словам родственников, эта процедура сильно заволокичена. Во-первых, частная лаборатория, по их словам, не делает анализы без направления из Минздрава. А зайти на свидание к пребывающему в СИЗО или в колонии невозможно без разрешения начальника этого учреждения. Сколько приходится ждать это разрешение, неизвестно, при том, что анализ действителен всего неделю.